Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о судебной системе Таджикистана и ее справедливости. Но разобраться нам в этом вопросе поможет таджикский адвокат и правозащитница Файзинисо Вахидова. Здравствуйте, Файзинисо. Здравствуйте. Скажите, насколько же объективна судебная система в Таджикистане? Ну, об объективности судебной системы в Таджикистане, конечно, говорить очень сложно. Никому не секрет, что судебная система, как один из ветвей власти, последние, может быть, 10 лет полностью потеряла свое предназначение. В основном люди недовольны из-за отсутствия правосудия. Сейчас вообще в обществе образовался такой баланс, что одна сторона – это люди, народ, то есть гражданское общество, а другая сторона – это власть, это органы. И в случае обращения в суд обязательно предпочтение отдается стороне государства. То есть независимо от того, что гражданин прав и действительно его права ущемлены, но судьи решают все это в пользу государственных органов или чиновников. То есть вот этот баланс приводит к тому, что люди недовольны от этой системы, от судебной. И фактически, если взять по уголовным делам, ситуация абсолютно такая же, можно и даже сказать хуже, поскольку любое уголовное дело обязательно суд пропускает, то есть обязательно выносится обвинительный приговор. Вообще вынесение оправдательного приговора для судебной системы Таджикистана – это какая-то трагедия. Я не знаю, с чем это сравнить, но это очень большая проблема для них. И поэтому они во избежание какой-то проблемы, скандала с органами, обвинительными органами, то есть в конкретном случае с прокуратурой, судьям легче избавиться, перешагнуть это все и осудить человека, независимо от того, что человек виновен или не виновен, есть доказательства или нет. Главное, как вот в народе говорят, главное, есть человек, а статья найдется. Поэтому об объективности говорить очень сложно, и мне приходится все время сравнивать судебную систему нынешнюю с судебной системой 90-х годов, тогда, когда в Таджикистане неспокойная обстановка была, политическое противостояние, гражданская война. И то вот при таких ситуациях намного наши судьи были объективными, более-менее правосудие обеспечивалось, нормальная, стабильная судебная система была. А с чем связано нарушение этой стабильности? Я считаю, что в деятельность судебных органов вмешивается исполнительный орган. Вообще сейчас вот это разделение, согласно статье 9 Конституции, разделение властей у нас фактически сводится к нулю, потому что исполнительный орган, правительство, парламент, судебная власть фактически это один орган. То есть любой
исполнительный орган местной власти имеет возможность вмешиваться в деятельность любого суда. То есть вот это вмешательство не дают судьям обеспечить объективность, полноту и беспристрастность. Я не говорю, что у нас судьи некомпетентные, я не говорю, что у нас судьи неграмотные. Нет, у нас есть молодые, грамотные судьи, но нет у них самостоятельности, поскольку вмешиваются, им дают незаконные указания. Судьи, они сами по себе вот, в отправлении правосудия, они не самостоятельны. Вот судите сами. Один судья, зависимый обязательно от своего председателя районного суда. Там председатель областного суда, есть Верховного суда, Совет юстиции, который абсолютно это ненужный орган. В принципе, вот нету для любого судьи свободного пространства, чтобы он занимался теми, чем он должен заниматься. Что вы можете сказать о новом законе об адвокатах? Насколько он соответствует международным правовым нормам? И действительно ли сейчас адвокаты попали в полную зависимость от государства? Вообще, когда несколько лет назад президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту поднял вопрос о принятии нового закона об адвокатуре, конечно, мы надеялись, это был хороший знак. Мы надеялись на хороший, современный закон, отвечающим сегодняшним реалиям общества. А получилось так, что сам законопроект то ли 2 года, то ли 3 года дискутировался. И в конечном итоге адвокатуру как общественного объединения, как института гражданского общества фактически подвели под Министерство юстиции. То есть теперь нету той независимости этого объединения юристов, да, оказывающие профессиональную юридическую помощь. А теперь как бы это подструктурное подразделение Министерства юстиции. Само по себе создание квалификационной комиссии при Министерстве юстиции и разработки всех документов, дающие право на ведение адвокатской деятельности со стороны Минюста, и председателем квалификационной комиссии, то, что является один из заместителей министра юстиции, это говорит о том, что фактически мы находимся под колпаком госорганов. То есть само по себе уже здесь мы можем использоваться для государственных органов как рычаги давления. То есть если есть хороший адвокат, если есть хорошая защита обеспечена, всячески могут этому препятствовать со стороны вот, чиновников Минюста и других государственных органов. И второе, то, что приняли этот закон в марте 2015 года, его действие приостановлено, и закон еще не действует, а уже внесли поправки туда, недействующему закону.
внесли поправки, и согласно этим поправкам теперь право адвоката ограничили на труд. То есть такие требования к адвокатам, которые даже нету в законе в конституционном законе об органах прокуратуры. То есть сегодня те требования, которые выставляют человеку для приобретения статуса адвоката, возможно, у генерального прокурора нету. Возможно, у председателя комитета по госбезопасности нету. Это говорит о том, что адвокатура как общественное объединение для того, чтобы получить статус адвоката, получается, что нас даже выше генерального прокурора поставили. Допустим, вот закон о милиции. Прямо там четко написано, кто может работать в органах милиции, внутренних дел. Человек, который не имеет судимости за умышленное, за тяжкое и особо тяжкое преступление. То есть судимости нету. А здесь у нас говорит в законе, вот согласно этим поправкам, что человек, который привлекался к уголовной ответственности, и даже если у человека были какие-то трудовые дисциплинарные наказания, то есть, возможно, человек был уволен из-за несоответствия занимаемой должности, да? Сегодня он не имеет права получить статуса адвоката. У нас есть многие адвокаты, которые 18-20 лет назад были уволены с органов прокуратуры, милиции, других правоохранительных органов, скажем, из-за несоответствия занимаемой должности. Но неужели за 20 лет этот человек по сегодняшний день не соответствует занимаемой должности? То есть за 20 лет он не научился работать адвокатом? Поэтому я думаю, что есть вообще срок давности, что в уголовном праве, что в гражданском. Человек, допустим, был привлечен к уголовной ответственности или дисциплинарное наказание. Вообще дисциплинарное наказание через год отменяется. А человек, который был привлечен к уголовной ответственности, в зависимости от назначенного наказания и категории преступлений, судимость погашается. Но на сегодняшний день, согласно закону об адвокатуре и адвокатской деятельности, человек, который, если даже 50 лет назад был привлечен к уголовной ответственности, сегодня не имеет права получить статус адвоката. Этот закон прежде всего противоречит Конституции Республики Таджикистан, где предусмотрено право на труд. А согласно Конституции, Таджикистан является социальным государством. И государство гарантирует обеспечить своих граждан работой. А сегодня этот закон фактически нарушает конституционные права этих адвокатов, то есть право на труд. И фактически вы судите сами, вот абсолютно на той неделе на пресс-конференции министр юстиции Таджикистана озвучил цифры тех адвокатов, которые прошли этот экзамен, скажем. То есть 97 человек. Это получается, что на сегодняшний день в обществе с 8-миллионным населением всего 97 человек 97 человек получили статус адвоката. А ежемесячно сотни, тысячи уголовные дела возбуждаются, и гражданские, административные, трудовые правоотношения. А как быть?
Но эти 97 человек, они будут действовать, скорее всего, как проправительственные адвокаты, да? В принципе, я думаю, что автор этого законопроекта, фактически авторы, они подразумевались под этим, что именно те адвокаты, которые хорошо работают, хорошо защищают своих граждан, они жалуются. Вы все знаете, что у нас очень широко применяется в юридической практике Таджикистана пытки. Вот. И те адвокаты, которые пишут жалобы на действия этих правоохранительных органов, о пытках, о других правонарушениях, естественно, это все с одной целью было придумано, чтобы таких активных адвокатов убрать с поля защиты и оставить те адвокаты, которые действительно, скажем, законопослушные. По их меркам они законопослушные. На самом деле их у нас в обществе называют дежурными адвокатами. Вот. И следователи зачастую прибегаются к услугам таких адвокатов, поскольку они ничего не требуют, они не жалобы не пишут на действия следователей. Им это угодно, им это выгодно. А когда адвокат жалуется на действия этого чиновника правоохранительных органов, и это, естественно, им не нравится, потому что с подачи жалобы мы у них отнимаем время, потом проверки идут какие-то. А что же сейчас делать тем адвокатам, которые защищают, допустим, противников власти? Наверное, все-таки я думаю, что они присоединятся к тем мигрантам, те более миллиона мигрантов, которые находятся за пределами республики, теперь с дипломами юриста окажутся адвокаты тоже в лице мигрантов, где-то на чужбине, на стройке будут работать. Это вот последствия принятия такого закона в правовом государстве, где считается, скажем, государство, согласно Конституции, социальным. Ну, скажем, за последний год, вот в 2015 году, более 200 человек, то есть граждан, были привлечены к уголовной ответственности за экстремизм и терроризм. 90% этих задержанных защищали вот эти адвокаты проправительственные. И фактически были даже случаи, когда следователи родственникам не разрешали брать, то есть обратиться к тем адвокатам, которые оказывают более качественную услугу. Поэтому, как я раньше сказала, поскольку им это удобно и им угодно, поэтому фактически они больше всего обращаются к таким адвокатам. Отчасти вообще те адвокаты, которые очень много активно принимают участие по делам, они всегда находятся под риском преследования, прессинга, преследуют их. Поэтому нет на сегодняшний день гарантии, что любой активист может вести какую-то свободную деятельность в Таджикистане. Как обстоят дела как раз-таки вот с политическими процессами, которые рассматривают судьи? Насколько объективно они расследуются, так скажем?
Во-первых, политические дела, вот в последнее время у нас почему-то практикуется, что они в закрытом режиме рассматриваются. В закрытом. То есть это в следственных изоляторах, под видом того, что количество подсудимых большое, нет помещения, невозможно обеспечить безопасность, ну, там прочие эти поводы. Само по себе вот рассмотрение таких дел в закрытом режиме, это уже говорит о том, что и судьи, и органы предварительного следствия, они не хотят, чтобы их недостатки были разглашены. То есть не дать огласки. Потому что, во-первых, вот по политическим делам подряд пытки применяются. Их заставляют под пытками признаться в совершении преступления. Я сама лично вот, в 2015 году по нескольким таким делам принимала участие. Кроме их признательных показаний, абсолютно у органов предварительного следствия нет доказательств. Таких убедительных доказательств, бесспорных, что человек совершил преступление. Кроме признательных, были следы побоев, были пытки, мы снимали, мы писали, но реагирования абсолютно не было. А когда дело уже поступает на рассмотрение в суд, судья тоже всячески старается, чтобы вот эти недостатки не были озвучены, не было гласности. Они огласки боятся, потому что фактически, я не знаю, может быть, человек виновен, может быть он террорист, экстремист, но органы не смогли доказать его вину. Так не смогли доказать, его надо отпустить, его надо оправдать. На то и у нас есть органы предварительного следствия. Бремя доказывания лежит на следователя. Следователь обязан доказать его вину, а его виновность проверяется судом. Вот. Если все это не устанавливается и не доказано, человек подлежит оправданию. Это не я говорю, это закон предусматривает. Но у нас фактически как? Абсолютно нет доказательств. Доказательствами на сегодняшний день только их признательные показания, а признательные показания под пытками. У нас уйма доказательств были, когда я и генеральному прокурору отправляла, и министру, и вплоть дошло до того, что и президенту республики я отправила, и фотографии, и съемки со следами побоев, да. Но я здесь, в принципе, я не, как скажу, в принципе, я здесь делаю замечания только в адрес судьев, потому что суд – это окончательный орган, где выносится вердикт. Либо человек виновен, либо не виновен. Хорошо, следователь решил, что человек совершил преступление, но это его личное убеждение. Он смог доказать, не смог, собрал, не собрал доказательства, но он дело передает в суд. А суд уже должен разобраться, насколько его виновность доказана или не доказана. А у нас фактически такие политические дела объективно не рассматриваются даже. Им достаточно, что статья идет под экстремизм или терроризм, уже заранее судебный приговор уже есть. А есть ли, допустим, такие ситуации, когда человек высказывается негативно, так скажем, о действующей власти в Таджикистане, и он попадает в другую страну? Когда есть договор об экстрадиции, допустим, этого человека.
Распространены ли такие дела и каким образом действует таджикская сторона в отношении этого человека? Сразу ли предъявляет обвинения, рассматривается ли вообще деятельность этого человека? Потому что есть доказательства о том, что с таджикской стороны как раз-таки идут под пытками, человек как раз-таки признается в том, что он действительно не совершал. Дело в том, что у нас нарушение срока рассмотрения нет на практике, потому что наши судьи и следователи фактически они процессуальные сроки рассмотрения практически не нарушают. То есть волокиты в этом плане нет. Но проблема в другом, что когда человека объявляют в розыск, в международный розыск через Интерпол, естественно, наши органы передают, объявляют розыск и, значит, просят об экстрадиции, задержании и экстрадиции этого подозреваемого, скажем. Но здесь опять-таки человека задержать, экстрадировать, выдать, это зависит от того государства, где он задержан. Опять-таки, если это Россия, Россия зачастую наших граждан использует в политических целях. Если где-то, скажем, ослабление идет в двухсторонних отношениях двух лидеров стран, то обязательно подряд выдают наших задержанных на территории России. Хотя это нельзя, потому что международные нормы права гласят, что человека нельзя экстрадировать в ту страну, где в практике применяются пытки. А у нас, это не я говорю, уже проведенные мониторинги, анализы многих таких международных институтов по правам человека давно выявили, признали, и на сегодняшний день Комитет ООН по правам человека десятки раз признали, что в нашей правоприменительной практике Таджикистана широко применяются пытки. Раз у нас пытки, значит, нельзя человека выдавать Таджикистану. У нас были сколько случаев смертей. Человека задержали, пока он еще находится в изоляторе временного содержания, по каким-то неизвестным причинам человек скончается. У нас реально были возбуждены уголовные дела, были, хотя это мизерное количество, но в любом случае на практике это были и есть. Возможно ли такой ход событий, что таджикская сторона может его похитить, допустим, либо вот применить какие-то противозаконные действия в отношении этого человека? Допустим, я думаю, для вас тоже известна нашумевшая история Ксона Одинаева, таджикского видеоблогера, который пропал весной прошлого года, и до сих пор о нем никаких известий. И очень многие правозащитники говорят о том, что он все-таки в Таджикистане, но его не экстрадировали. Опять-таки, эта история с похищением наших граждан, которые на родине подозреваются в совершении преступления и возбуждены против них уголовные дела, в основном связано с Россией. У нас на практике были несколько случаев, когда по политическим мотивам наших граждан похищали. То есть в связи с истечением срока содержания под стражей, значит, российские суды их отпускают, а потом через несколько
дней или там определенное время человек пропадает, похищают и появляется уже в Таджикистане. Это было с Махмадрузи Искандаровым, тоже по политическим мотивам. Были другие лица, я сейчас их фамилии не помню. Вот. И были, кстати, решения суда, Европейского суда по правам человека было вынесено по инициативе российских правозащитников и признались. В судебном порядке было признано, что человек был похищен с территории России. То есть, да, это на практике такие, скажем, правонарушения, это фактически преступление, когда человека похищают, и человек исчезает на территории России, а потом через несколько часов его находят в Таджикистане. И посмотрите, чтобы перейти границу двух государств простому гражданину, на вокзалах, в аэропортах приходится сколько вот эти процессы, да, пройти. А здесь, когда речь идет о каких-то политических лицах, да, или, скажем, задержании человека по политическим мотивам, настолько оперативно все это решается, без документов, без каких-то соблюдений процессов. Сажают самолеты и увозят. На следующий день или через несколько часов человек оказался в Таджикистане. Это фактически похищение людей, это преступление между двумя силовыми структурами. Это происходит. То есть задействована не только, получается, таджикская сторона, но это и сторона того обязательно, обязательно, пока эта сторона не похитит, не отдаст. А как иначе разрешительные процессы? Вот это переход через границу, всю эту процедуру пройти, это, естественно, без оказания помощи другого государства или другой стороны, это абсолютно невозможно. Поэтому я считаю, что здесь предварительный сговор, это предварительный сговор между силовыми структурами двух государств о похищении человека. Фактически в сговоре совершают сами преступления. Многие говорят о больших нарушениях в делах Зайда Саидова и Шухрата Кудратова. Скажите, с правозащитной точки зрения, насколько оправданы ли такие предположения? Действительно ли там были серьезные нарушения? Я вообще не участвовала как адвокат и по делам Зайда Саидова, и Шухрата Кудратова. Но фактически из тех источников, которые я имею, фактически я тоже через средства массовой информации, через своих коллег-адвокатов, да, получаю информацию. Но единственное, по делу Зайда Саидова я могу сказать, что незадолго до его ареста у него была инициатива о создании, открытия партии, политической партии. Поневоле приходится одна мысль, что здесь политическая подоплека. Может быть, он не говорил бы о своих намерениях, может быть, у него вообще не были бы такие планы, как бы зарегистрировать новую партию, может быть, и этого дела не было бы, и его это, поскольку его знают как успешного бизнесмена. Он очень много вкладывал в развитие, в экономику Таджикистана. И потом само по себе вот это наказание, которое назначено судом по экономическим делам, это уже говорит о том, что это несправедливо.
Во-первых, это несправедливо. Во-вторых, это месть. Это месть какой-то группировки, какого-то, ну, заказали, возможно, потому что по экономическим преступлениям почти 30 лет осудить человека-инвалида, успешного бизнесмена, который, в любом случае от него всегда была польза для экономики Таджикистана. Поэтому, а по делу Шухрата Кудратова, он мой коллега. Я единственное могу сказать, что он, защищая Зайда Саидова, очень много писал о нарушениях следователей антикоррупционного ведомства. Он критиковал их. И поэтому здесь тоже я думаю, что из-за того, что он их критиковал, жаловался на действия чиновников агентства, поэтому я думаю, что это тоже организовано. А если в Таджикистане, я вот не знаю, какой-нибудь закон о защите адвокатов, о защите адвокатской практики, допустим, о неприкосновенности адвокатов? Каким образом защищаются сами адвокаты, вот, допустим, Шухрат Кудратов, для того, чтобы оправдать свою невиновность? Нет у нас такого. Есть закон, который для всех один он. А так вот особого закона, допустим, чтобы защищать адвоката или прокурора отдельно, или по-особому, нет, конечно. Но здесь я думаю, что вот, допустим, у судей есть ассоциация судей. Я думаю, что как раз-таки, если были бы вот такие общественные организации, типа союз, там, типа ассоциация, возможно, они бы защищали бы своих членов, своих коллег. Но как такового отдельного закона для особой защиты нету. Как вы можете прокомментировать дело ПИФТ, нашумевшее? Насколько легитимны действия были в отношении членов ПИФТ? Вообще, в отношении партии Исламского возрождения Таджикистана еще последние 2-3 года шла такая пропаганда, то есть антипифтовская пропаганда через средства массовой информации, через социальные сети. Были запущены очень такая мощнейшая сила против этой партии. И в конечном итоге действительно они смогли устранить ПИФТ как политическая партия из политической арены Таджикистана. Первое, то, что им не дали место в парламенте. Тех 2 мест, которые они ранее занимали в течение 10 лет, тоже они лишились. Затем аресты, преследование членов ПИФТа, и в конечном итоге признали в судебном порядке запрещенной партией террористического характера. И фактически деятельность этой партии была прекращена на основании судебного решения. Я считаю, что вообще, не знаю, насколько я не являюсь членом этой партии, но я всегда думала и думаю, что эта партия была стабильной партией. Во-первых. Во-вторых, эта партия была создана на основе договора о мире. Одним из условий договора о мире между правительством и таджикской оппозиционной силой
именно создание вот ПИФТа и ее деятельности. А с запретом деятельности ПИФТа фактически одна сторона, то есть правительство, нарушило условия договора о мире. Я лично, как гражданин Таджикистана, всю жизнь живу в Таджикистане, я, допустим, никогда не чувствовала, что эта партия ведет какую-то террористическую или экстремистическую деятельность, или пропагандировала войну, там, нестабильности. Партия стабильная, нормальная. Но здесь еще и нужно учесть, что с учетом исламизации общества, эта партия в последнее время стала набирать обороты. То есть и количество сторонников. Потом партия фактически была очень сильная и с материальной стороны, и с идеологической стороны. И фактически эта партия составляла конкуренцию действующему правительственной партии, народно-демократической, правящей партии. Поэтому вся проблема началась, я думаю, что на этом фоне, что она конкретно была соперником, то есть конкуренцией правящей партии. Но несмотря на это, насколько законными были действия в отношении ее членов? Их просто арестовали, так скажем, без суда и следствия. И, насколько я знаю, уже двоим, в принципе, вынесли приговор. Ну, я думаю, что если только из-за деятельности этой партии их арестовали, я по материалам уголовного дела не знаю, и фактически информации нет, что они совершили преступление. Но по тем статьям, которые пишут вот, в средствах массовой информации, значит, это опять-таки терроризм, экстремизм. Я думаю, что когда они действовали, это действующая законная партия была. Она не была закрыта, она действовала на основании закона, зарегистрированная. Но ведь получилось так, что если меня память не этой, их арестовали, а потом запретили деятельность этой партии. Но так не бывает, потому что когда они были привлечены к уголовной ответственности, и их фактически задержали, арестовали, но партия еще была законная. То есть это противоречит полностью? Ну, здесь, конечно, но здесь, знаете, здесь опасно то, по сути, опасно то, что сегодня власти пошли на такие жесткие меры, признать эту партию террористической, и запретить ее деятельности, они не подумали о последствиях. Ведь эта партия имеет 40 тысяч членов, а еще сколько сторонников. Теперь для того, чтобы они реализовать свою исламскую, то есть идеологию исламского или религиозного характера, возможно, теперь они пойдут подполье, подпольно будут действовать. Вот тогда они на самом деле будут экстремистами и террористами. Вот об этих последствиях власти не подумали, что мы можем завтра столько создать проблемы, да, в связи с тем, что запретили эту партию. Завтра у нас родится 40 тысяч экстремистов или террористов. Но такие жесткие меры нельзя было, потому что любой репрессивного характера меры дают обратный эффект. Вот на сегодняшний день мы уже видим это, потому что народ обозленный. Мы еще не знаем завтра, какой будет социальный взрыв между ними. Что все-таки сдерживает народ от вот этого глобального социального взрыва? Главная причина – это фактор устрашения.
Потому что настолько уже народ устрашены, что они боятся даже громко говорить в общественных местах. Судите сами, если у человека борода, он может оказаться террористом. По внешности судят человека. Если он в мечеть пошел в коротких штанах, значит, он экстремист. Значит, у него проблема с религией, проблема с мазхабом. Вот этот фактор устрашения настолько опасно, что уже фактически народу уже безразлична его даже судьба самого. То есть моя хата с краю, ты меня не трогай, я тебя не трону. А другая причина все-таки это нищета. Потому что люди на примере уже видят, что сколько успешных бизнесменов посадили, их имущество забрали, потом вот эти рейдерские захваты объектов. Люди уже боятся, чтобы последнего куска хлеба не потерять. Потому что если вдруг что-то не так скажет или громко выступит, завтра может остаться и без этого куска хлеба. Поэтому вот эта нищета заставляет людей умалчивать. Скажите, насколько развита коррупция в судебной системе в Таджикистане? Вот за 30 лет моей работы никогда ни один судья, допустим, у меня не требовал, чтобы я за своего клиента платила. Да, коррупция есть везде, я не говорю, что нет, у нас везде есть коррупция, но именно чтобы отдельно вот взятый судебный орган, возможно, я думаю, что это будет несправедливым сказать, что судьи все взяточники. Потому что для этого надо иметь доказательства, что он именно брал взятки, да? Но люди жалуются, люди говорят. Те люди, которые обращаются в суд, ну, они об этом говорят. Но я лично сама, у меня конкретных этих нет. Возможно, я не знаю, у меня никогда ни один судья не требовал. А тогда каким образом получается так, что невиновного, по сути, человека, не имея никаких доказательств его виновности, все-таки осуждают на довольно-таки большой срок? А здесь я уже ранее сказала, здесь вмешательство. Здесь, знаете, вся причина в том, что за погоней, за статистикой сегодня у нас вот весь этот беспредел совершается. Почему? Потому что на сегодняшний день почему-то в моде количество дел, количество осужденных, количество рассмотренных, количество того, количество этого, сколько-то тонны картошки, столько-то пшеницы. Вот эта статистика, главное, чтобы для, скажем, министерства именно статистика более важна. Поэтому сегодня вот за погоней, за статистикой, они фактически врут. Они дают неправильные эти сведения. А по уголовным делам то же самое. Раз расследовано 50 уголовных дел, так и 50 судебных приговоров должны быть. Обязательно обвинительные. То есть неважно? Неважно, человек виновен, не виновен. Важно количество дел, важно количество привлеченных к уголовной ответственности. Особенно сейчас вот на фоне борьбы с терроризмом и экстремизмом любого могут
под эту статью подогнать. И главное, статистика, что 200 этих экстремистов задержаны, 200 террористов задержаны. То есть вся проблема в предоставлении вот этих статистических данных. Кому нужна эта статистика, если в нормальных обществах борются с преступлением, а у нас с преступниками борются? Вот откуда такое количество и статистика. Угу. Скажите, насколько перспективно заниматься правозащитной деятельностью в Таджикистане? Насколько безопасно ею заниматься? Ну, я считаю, что правозащитник все-таки по сути, он занимается правами человека. То есть защита. Защита должна быть профессиональной, качественной. А для такой качественной и эффективной защиты нужна свободное поле. Для этого нужно требовать от правоохранительных органов или от других госорганов соблюдения прав граждан. А у нас такой менталитет. Не любят, когда правозащитники жалуются, очень много требуют, пишут. Поэтому я вот сама, занимаясь более 30 лет правозащитной деятельностью, я ни одного дня в своей родине, в своем доме себя я спокойно не чувствовала. Я спокойно не сплю, потому что я сегодня, если подала жалобу на одного чиновника, так я знаю, что завтра начнут преследование. Поэтому говорить о том, что есть какая-то перспектива для правозащитной деятельности, я скажу так: для качественной, эффективной защиты прав, основных свобод и прав граждан нет никакой перспективы. Как все-таки вам удается на протяжении такого долгого времени поддерживать свой адвокатский статус, так скажем, и не попадаться под горячую руку властей? Дело в том, что, во-первых, я никакой политической деятельности не веду. Я правовед, я юрист. Да, я требую. Я требую, наверное, в течение 30 лет они уже привыкли меня вот в таком образе принять. Они уже видят, что в течение 30 лет я не изменилась и, наверное, не изменюсь. Вот. Но сложно, конечно. Вот только что я вам сказала, что если ни одного дня не спать спокойно, разве это жизнь? Даже вот сейчас я нахожусь здесь, в социальных сетях уже меня объявили врагом народа, только из-за того, что я была на семинаре в Брюсселе. Были встречи в Европарламенте, Евросоюзе. Уже начали обвинять в том, что я продалась в Европе, что я не имею права вернуться в Таджикистан, мне нельзя, морально я не имею права жить у себя на родине. То есть вот это моральное преследование, да, моральное давление действительно убивает человека. Поэтому многие правозащитники не хотят заниматься правозащитной деятельностью из-за того, что постоянно морально действуют на них. Действительно, здесь надо иметь железные нервы и терпение. Ну, приходится терпеть. Конечно, такая тема, что ее можно было обсуждать часами, но время у нас уже ограничено, поэтому спасибо вам за то, что вы сегодня к нам пришли, обсудили эту тему. Ну а со зрителями я прощаюсь. Знайте свои права и не дайте себя обмануть. До свидания.